Гражданско-патриотическое воспитание является одной из важнейших задач, стоящих перед современной образовательной организацией, так как именно детство и юность являются самой благодатной порой для привития священного чувства любви к родине, формирования духовно-нравственных качеств личности, воспитания чувства достоинства, ответственности, совести и чести. Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, по территории которых последние 8 лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий. Кадры с полей сражений похожи на картинки из фильмов, а ведь за каждой уничтоженной боевой машиной противника, за сбитым самолетом или вертолетом, конкретный человек с фамилией, именем и судьбой. За каждым уничтоженным танком героический поступок, а то и подвиг. Россия должна знать своих героев. Кто же они? Настоящие герои нашего времени. Наши земляки достойно представили свой улус в Республику специальной военной операции. Проявили стойкость, храбрость, мужество. Некоторые из них пали смертью храбрых на поле боя. Звание Героя России присвоено Евсееву Филиппу Александровичу. Он родился 1 марта 1984 года в село Пиндаре Сундарского района в многодетной семье. В сентябре 2022 года Филипп Евсеев был мобилизован для участия в специальной военной операции России на Украине. В октябре после учебки был направлен в зону СВО и назначен механиком-водителем танка 127-й мотострелковой дивизии. Сегодня, когда ребят представили государственным наградам. Все произошло в начале июня, в разгар так называемого контрнаступления ВСУ. Противник предпринял попытку прорыва на американских бронемобилях «Макс Про» под прикрытием 2 танков. Хорошо видно, как наш экипаж устремился на перерез неонацистам. 6 июня 2023 года экипаж танка в составе старшего лейтенанта Расима Баксикова, лейтенанта Александра Левакова, наводчика-оператора ефрейтора Алексея Неустроева и механика-водителя ефрейтора Филиппа Евсеева вышел на огневые позиции для поддержки обороняющимся российским мотострелкам на запорожском направлении. На подходе к поселку Новодаровка лейтенант Леваков обнаружил выдвигающуюся к лесополосе колонну из 8 единиц бронетехники противника, в том числе 2 танка. Старший лейтенант Баксиков принял решение незамедлительно вступить в бой с превосходящими силами противника. В ходе боя противник потерял 8 единиц броневой техники и около 100 человек убитыми и ранеными. В августе 2023 года указом президента Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, ефрейтору Филиппу Александровичу Евсееву присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением знака особого отличия – медали «Золотая звезда». Евсееву Филиппу Александровичу, механику-водителю танкового взвода. Звание Героя России присвоено Дмитрию Николаевичу Егорову. Егоров Дмитрий Николаевич родился 27 января 1975 года в селе Тойбохой Сунтарского района. В 1991 году окончил Орелавскую среднюю общеобразовательную школу. С 1993 года по 1994 год Егоров проходил службу в танковых войсках вооруженных сил Российской Федерации города Борзя области. После начала вторжения России на Украину вступил добровольцем в вооруженные силы РФ.
Стрелок стрелкового отделения стрелкового батальона 155-й отдельной бригады морской пехоты. Кадры этого боя дают понять, продавить эту оборону невозможно. Опорный пункт: на одной стороне 6 боевиков, на другой несколько наших морпехов. Боец с позывным «Сунтар» ведет с боевиками плотный стрелковый бой. Видно, как пули вспахивают землю. «Сунтар» бросает гранаты, на него самого боеприпасы сбрасывают коптеры противника. Вот рядом сгоревший бронеавтомобиль, он и привез украинскую пехоту. Уцелевшие отступали уже на своих двоих. Дмитрий Егоров с позывным «Сунтар» вел бой сразу против 6 солдат ВСУ. Сразу 6 противников, они отмечены на этих кадрах красным, вели с отважным морпехом стрелковый бой, в то время как операторы украинских дронов атаковали его взрывчатыми боеприпасами, сбрасываемыми с квадрокоптеров. Однако, несмотря ни на что, морпех в одиночку зачистил траншею от штурмовой группы украинских военнослужащих, уничтожив всех 6 противников. Министр обороны России Сергей Шойгу представил рядового 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота Дмитрия Егорова в звании Героя Российской Федерации. Герои обретают бессмертие в памяти благодарного народа. Родная Якутия и Великая Россия всегда будут помнить и чтить память героя Российской Федерации Дмитрия Николаевича Егорова. Он показал всему миру, как нужно по-настоящему любить Родину и быть преданным ей до конца. В нашем лицее бережно хранится память о Александре Попове, погибшем во время специальной военной операции, награжден посмертно Орденом Мужества. Он родился 21 августа 1998 года и всю свою недолгую жизнь прожил в селе Сунтар, учился в Сунтарской средней общеобразовательной школе номер 1 имени Павлова. Закончил ее в 2016 году. В лицее работал охранником, был очень спортивным, состоял в сборной Сунтарского улуса по боксу, был неоднократным победителем на различных соревнованиях, участник игр Манчары. Александр был любящим мужем и заботливым отцом дружной семьи, имеет дочку и сына. Его мама Ирина Александровна добросовестно работает с 1994 года в столовой лицее. Мы всегда будем помнить Сашу, улыбчивого, очень скромного, который навсегда останется таким молодым для своих родных, близких, друзей. Вечная память и наша вечная благодарность. Мы хотим верить, что сегодня среди вас не было равнодушных, что нам удалось вдохнуть в вас искорку того теплого чувства, которое называется патриотизмом, любовью к своей родине. Нам бы хотелось, чтобы вы, мальчишки и девчонки, были достойными гражданами нашей великой страны, как наши деды и отцы, защищавшие родину от фашизма, как сегодняшние воины, освобождающие Украину от нацизма. Не бойтесь трудностей, старайтесь с честью их преодолеть, чтобы с гордостью сказать: «Я гражданин своей страны, я патриот своей родины».